Глину мы сначала просушиваем, керамические вот такой вот камушки, чтобы ее было легче хранить. У нас в Якутии есть несколько месторождений глины, и мы добываем ее в карьерах. Здесь в Чаране мы используем два вида глины. Это намсырская белая глина, она добывается в таком виде, получается, и черную глину. Цвет глины зависит от месторождения глины. Глина добывается в глубоких карьерах, поэтому на ее цвет влияют и природные примеси, и флора, и сама почва. В Якутии, в данный момент, в Якутии, конечно, есть много глин, и в данный момент мы используем два вида этой глины, белую и черную. Белая по свойствам, она более жирная, а вот черная, она более тощая. Иногда мы их в разных пропорциях совмещаем для какой-то другой работы, но в основном, конечно, мы используем белую. Для литья формы, для изделий, составления каких-то изделий она очень хорошо подходит. А также эти свойства глины, как более жирные, более тощие, они тоже зависят от минералов, которые есть в глине. И эти минералы, они всегда абсолютно разные. Даже в одном участке карьера можно найти абсолютно разную по составу глину, хотя внешне она будет похожа. Потом мы ее разводим водой в разных консистенциях, мы делаем чуть пожиже. И глина имеет осадочное свойство, то есть глина вся, она осаждается на дне воды, и наверх всплывает крупный мусор, который мы убираем. И мы разводим шликер. Шликер – это очень жидкая глина. И у нас есть разные виды сит, которые мы через несколько этапов просеиваем глину. То есть мы сначала на более крупном сите избавляемся от более крупного мусора, и уже на самом мелком сите получаем исходный такой продукт, с которым мы работаем. И глина, проходя через такой этап, она очищается, остается только глина. То есть на самом последнем этапе мы очищаем глину от песка мелкого. И песок, он такой вот пленочкой остается на поверхности сита, а глина, она стекает вниз. Мы получаем вот такие вот эластичные массы, готовые к работе. Она должна быть как тесто, чтобы держать форму, чтобы из нее было легче работать. Перед началом, получается, работы ее нужно хорошенько отмять. У якутов в древности были специальные такие большие лопатки, чтобы стучать по ней. То есть тем самым, если мы по ней вот так вот силой нажимаем, ударяем палочками, получается, мы ее утрамбуем, во-первых, а во-вторых, просеиваем лишний воздух. Воздух в глине, он, когда попадает в печь, в огонь, он лопается и тем самым образовывает брак. И получается, наши предки с вами знали, что нужно утрамбовывать глину, нужно просеивать из нее лишний воздух, который остается между молекулами глины. И когда мы хорошенько уже получаем такое вот эластичное тесто, которое тянется, мы делаем жгуты. Жгутиковая, получается, технология – это одна из самых древних технологий в мире, и у нас ее в Якутии тоже использовали. Получается, из кусочка глины мы образовываем длинный жгутик. Вообще, мне кажется, что вот такая вот, это, конечно, мое мнение, что такая вот жгутиковая технология, она имеет не сколько такой технологический процесс, сколько сакральный, потому что посуда, она изготовляется путем спирали, круга за кругом. И мне кажется, в этом есть какая-то философия. Керамика в Якутии была не так сильно развита. Изготовляли посуду, укрепляли свои жилища, камельки. Месторождений глин на самом деле не так много в Якутии. В основном они все расположены на юге Якутии. И поэтому там больше всего, наверное, это все и сохранилось.
берем вот такой вот жгутик и начинаем ее наматывать по кругу. Тем самым мы образовываем такой спиралевидный узор. В разных месторождениях, получается, раскопок древней керамики Якутии, они использовали разные составы глин, то есть в некоторых они еще примешивали шкуру животных, шерсть, какие-то листья, травы, кору дерева, золу, чтобы тем самым укреплять состав глины. Вообще считается, что у якутов не было своей глиняной технологии, что это все привозное, то есть переучено у кого-то. Но этимология говорит о том, что керамика, глиняное производство у якутов было, потому что аналогов слова «той», сама технология наша, она не имеет аналога в мире. То есть это было то, что с нами испокон веков. И мы, получается, таким образом создаем посуду, в которой будет готовиться мясо. Так как у нас не было технологии глазурования, у нас была довольно примитивная керамика, у нас не было технологии глазурования, мы использовали молочение. То есть в готовых горшках кипятили молоко. Молоко обволакивало тонкой оболочкой посуду, тем самым забивая поры и делая ее влагоустойчивой. И поверхность, она получалась такой черной, гладкой. И у них были вот такие лопаточки специальные и камушки. И навстречу камушку они ударяли лопаточкой. Она получается более плотной, из нее выходят молекулы воздуха, и такая посуда служит дольше. Обжигали керамику якуты в камельке, они докрасно раскаляли ее. Получается, смотрите, у глины, у моей палочки есть вот такие вот насечки, и они оставляют вот такую вот фактуру на керамике. Качество глины зависит от ее нахождения, то есть чем глубже глина, тем она получается чище, потому что она может поглощать не только листья, она состоит не только из листьев, травы, земли, песка, но и может поглощать, допустим, какие-то плохие химические примеси из воздуха. Вот, получается, таким образом, с помощью камешка, лопатки и глины наши предки создавали свою посуду.